Нанести его на вот этот QR-код, проверить товар, там будет полная информация от производителя, передвижение, кому, что, как. Благодаря бесплатному мобильному приложению «Честный знак» можно за пару секунд проверить легальность и качество товара, узнать срок годности и его состав, а также осуществить гражданский контроль, сообщив о нарушениях. Но это в том случае, если на товаре есть штрих-код. С 1 сентября текущего года вводится обязательная маркировка по 7 новым товарным группам. Об этом предпринимателям Ингушетии рассказал эксперт из Екатеринбурга. Товарные группы, которые в маркировке на эту осень, запускается корма для животных, ветпрепараты, растительные масла, консервированные продукты и техсредства реабилитации. В первой группе товаров, на которые наносились специальные штрих-коды, в России были меховые изделия, лекарства, алкоголь и табачная продукция. Переход на систему маркировки происходит мягко и поэтапно. За 5 прошедших лет список значительно расширился. Если в 2022 обязательной маркировке подлежало 11 товарных групп, то в этом году число выросло до 39. Много товаров, которые производятся у нас в России, на самом деле вывозятся за границу, там ставится штамп, типа его произвели там и ввозится опять в Россию. А мы думаем, что мы там покупаем итальянское какое-то оливковое масло, на самом деле это подсолнечное масло, произведенное там на Кубани. И наведя на этот QR-код, мы сразу поймем, что оно никакое не итальянское, что оно произведено в России, то есть не дадим себя обмануть. Это то, что касается и социальный эффект защиты прав потребителей на рынке. Предпринимателям необходимо зарегистрироваться в системе «Честный знак» и маркировать продукцию специальным штрих-кодом. За нарушение правил обязательной маркировки предусмотрена административная и уголовная ответственность. Сотрудники Роспотребнадзора периодически проводят профилактические рейды по маркировке товаров в магазинах региона. Есть, которые не хотят соблюдать закон, есть, которые соблюдают закон. Есть судебные исковые заявления, в отношении которого мы очень много исковых заявлений подали в наши суды именно по воде. Есть у нас материалы по шинам, есть у нас материалы, административные материалы и конфискации по парфюмерной продукции. В зале представители малого и среднего бизнеса, которые занимаются реализацией товаров легкой промышленности, молочной продукции, медтоваров, обуви и косметики. Амирхан Халахоев ведет свой бизнес в Ингушетии уже 12 лет. Он занимается реализацией электрооборудования. Предприниматель понимает, что незнание закона не освобождает от ответственности. Сегодня процессы происходят, когда бесконтрольная торговля, она потихоньку, как говорится, сворачивается. Есть определенные правила, регламентированные в государстве. Мы немножко опаздываем с этим, но я думаю, что у нас в регионе тоже порядок с этим делом наведут. Есть понятие честного знака, есть понятие маркировки товаров. Специалисты рассказали предпринимателям не только об изменениях законодательства, но и о технических решениях для автоматизации производств и нанесения маркировки, а также о том, как аналитика честного знака помогает в развитии бизнеса и позволяет находить точки реализации продукции с меньшей конкуренцией. Маркировка — это не только на самом деле здорово и хорошо, собственно говоря, помогает потребителю выбирать качественные товары, но в том числе, соответственно, что это полезно также для бизнеса. Это отсутствие контрафактного товара, то есть, соответственно, это честная конкуренция на рынке, отсутствие ценового демпинга. Помимо всего прочего, это, собственно говоря, прозрачная система налогообложения. Согласно федеральному закону, до 2025 года маркировку распространят практически на все товары народного потребления. Зарема Ивлоева, Али Зязиков, Магаз 24.